Он пришел на ингушскую землю с миром. В республике вспоминают Кунта Хаджи Кишиева и готовится отметить 170-летие принятия ингушами ислама. Парней перспективных много, можно сказать, даже все. Один из популярных турниров «Битва в горах» совсем скоро. Ингушские бойцы проходят адаптацию. Яндерига тиги сулхут хал арвал яндерики хастбари масне схиха тиги черхи хвахас шишбачок. 12 лет дефицита воды. Жители Приева обращаются в разные инстанции с просьбой решить многолетнюю проблему. Фрески с сюжетами из аланской истории, нардского эпоса, ингушских мифов. Посетителям официального сайта республики предлагают виртуальную экскурсию по залу славы. Решением оргкомитета Айна Инаркиева награждена почетной грамотой за ее личный вклад. С уважением из Франции доктор Парижского университета Сорбонна поблагодарила дизайнера Айну Инаркиеву за подарок музею вуза. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости-24», в студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. В этом году исполняется 170 лет, как ингуши добровольно приняли ислам. Это событие неразрывно связано с Кунта Хаджи Кишиевым. В эти дни духовного наставника вспоминают в Ингушетии. Завтра на памятном мероприятии отметить день его рождения. Кунта Хаджи отличался честностью, трудолюбием и строгой нравственностью. И этим снискал к себе уважение. Проповеди его были направлены против насилия и военных действий. О жизни и религиозном пути шейха в следующем материале. Мюрид должен носить четки, а не оружие. Одна эта фраза устаза Кунта Хаджи Кишиева ярко описывает характер и жизненные принципы религиозного деятеля. Он учил, что духовное возвышение человека достижимо только через любовь к Аллаху, а значит и к его творению. Об устазе сложено много преданий, написаны назмы. И в Ингушетии память о Кунта Хаджи проносят через века. ازباندولش هنا علامة لق هنا ناخا يغير غير تتديان دونج دتات هنا دلت بيزاب بيغمرات بيزاب هنا. Наибольшую известность и уважение среди ингушей Кунта Хаджи Кишиев снискал еще и тем, что сумел без единого выстрела склонить народ к принятию ислама. До него это пытались сделать многие, однако доброе слово оказалось куда действеннее меча. Именно так учил пророк, мир ему и благословение Аллаха. إمام شمل قدس أبي نودي هنا غلغاشت غلغ مخك نزغ إمدليت يعني قدس أبي شدي هنا غلغ دسياتكي ات الشرج سارسكي رسيدي يوجوج اسكر دعو الله تعالى دوجدوا إمام شمل دي هنا اسكر قدس أبي شدي هنا غلغاش دي هنا نزغ إمدلت داز يعني دي هنا هم سقوز دعوها تاق إلسخار حاجة شيء ثانية شيء وقع وش موزر ولج ديال رياض خلصان شيء شقوسك ما واسج دي هنا سو قلت سميخ ان الش بقول دي مغ ولر عندي ناخذ البامب حوز عبا خارج بابر قرطه موتيجر قرطه اشتغبات دي هنا سوتي تصوغ اقوات. Шейх Кунта Хаджи Кишиев родился в селении Иласхан-Юрт в простой семье. Еще с детства он отличался честным образом жизни, нравственностью и трудолюбием. Религиозная деятельность его приходится на середину XIX века. А в 1864 году духовный наставник подвергся аресту и был выслан в город Устюжно-Новгородской губернии. Но даже сегодня, спустя столько лет, эту дату в Ингушетии не забывают и свято чтят память об устазе. Вспоминая нашего устаза Кунта Хаджи Дал-Эли Цанюэль, мы сегодня почитаем всех устазов почитаем, да и в целом мы сегодня объединяем уму Виасалам Ашхам Махмад Пейхмар.
В республике каждый год проходят памятные мероприятия, посвященные Кунтах Хаджи Кишиеву. Когда собираются тысячи людей самых разных тарикатов и даже из других регионов СКФО, становится ясно, что учения шейха помнят и живут его заветами. Взаимоподдержка и любовь к ближним, которые соблюдаются неукоснительно. والله ويغلي ونخشي ويسيلي عندي ودك وتبصل بجدو. إلى صغير ترى حجز محكا والشخان فديخات خوش هنات بديه فديخات كرستاس بحمن سقبي خواتو وراك أردو بيا سقبي خواتو يخيخا سقبي خواتو خداهم الور سقا قاق إمتنا متسقى درت مسو سويز سقا أسعلجو كوان ومحكا فانوس. Братство, дружба и единство – основные жизненные принципы, по которым жил Кунтах Хаджи Кишиев. Его до сих пор вспоминают как всенародного духовного лидера и большого религиозного авторитета. Одному Всевышнему Аллаху поклоняются. Везде в мечетях, везде вот таких маджлисах видятся, общаются, разговаривают вместе, кушают, вместе дуа делают. Вот это нужно делать. Побольше видеться и встречаться, в гости ходить друг к другу. Помните всегда, всюду, где бы вы ни были и что бы ни делали об Аллахе, все, что делаете, делаете ради Аллаха. В этом главное предназначение человека. Эти заповеди шейха Иласхани являются благом для каждого верующего мусульманина и его обязанностью перед Всевышним. Тамерлан Хамхоев, Новости 24. Глава Ингушетии посетил строящийся Ледовый дворец в Магасе. Уже возведены стены объекта, ведутся внутренние ремонты. Для строительства ледового катка использованы только высококачественные конструкции из металла тентового материала, которые отличаются высоким качеством и долговечностью. Ледовый дворец имеет прямоугольную форму и оборудован трибуной, раздевалками, дополнительными помещениями. Юнусбек Евкоров заметил, что здесь необходимо предусмотреть строительство зала для сухих тренировок. Это тренировки вне льда, направленные на улучшение физических и нейрофизиологических качеств спортсменов. Средства на строительство Ледового дворца выделены в рамках дополнительных соглашений о сотрудничестве между Ингушетией и нефтяной компанией «Роснефть», заключенных в ходе 20-го Петербургского международного экономического форума. До начала одного из самых популярных турниров смешанных единоборств М1 «Битва в горах» остается совсем немного времени. Ингушские бойцы уже в предвкушении этого события и проводят сборы в Джарахе. Затем, как готовятся спортсмены, наблюдал наш корреспондент. В преддверии соревнований спортсмены проводят легкие упражнения, чтобы случайно не получить травму. Несмотря на то, что тяжелые тренировки позади, спортсмены выполняют большой объем работы, отрабатывая как борцовские навыки, так и ударную технику. Тянешься за рукой, не тянись, пошли. Во, длиннее. Во, достань. Во, давай. И боковой добавим, пошли. Вполне удовлетворительно сборы проходят, и парней перспективных много, можно сказать, даже все. Чтобы добиться успехов в смешанных единоборствах, спортсмен должен владеть сразу несколькими навыками. Спортсмены из бойцовских клубов РЗ и НАРТ тренируются в полную силу, чтобы в очередной раз показать высокий уровень ингушских бойцов. Все участники турнира уже знают своих соперников и поэтому настраиваются только на победу, в том числе и дебютанты турнира. В этом промоушене я дебютирую. Это очень важно, чтобы выиграть, чтобы в дальнейшем со мной заключили контракт, чтобы дальше участвовать на таких международных турнирах. Конечно же, это очень важно. О сопернике, что я могу сказать? Ну, у него есть опыт. 6 боев, 6 побед, 3 поражения. Ну, в основном работает в стойке. Я думаю, бой будет интересным. Я готов на бой. Также на турнире выступит и один из любимчиков ингушской публики Ингисхан Аздоев. Нашему бойцу предстоит провести один из главных поединков вечера. Ингисхану будет противостоять очень серьезный соперник из Канады, обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу Спенсер Джеб, обладающий прекрасной ударной техникой и за плечами которого 7 побед в 9 поединках. Но даже такие показатели ничуть не смущают Ингисхана Аздоева, который решительно настроен только на победу. Я в большей степени особую нагрузку дал именно на грэппинг, на борьбу, так как ударная техника уже есть. Ну и чуть-чуть отрабатываю и ударку, так как у меня соперник сам базовый ударник,
ну, неплохо борются. По словам тренеров, все участники предстоящего турнира практически готовы на все 100% и стараются выкладываться на последних тренировках. Теперь ребята, которые должны биться, они уже, сегодняшний день будут уже легкие тренировки у них, подгонка веса, и будем, в принципе, нарабатывать уже под каждого соперника индивидуальные действия, как что, каждый уже работает уже в таких легких спаррингах. Турнир М1 Challenge 81 «Битва в горах» пройдет под открытым небом в высокогорном селении Ипергим. Поэтому для акклиматизации кто-то из спортсменов проводит и дополнительные тренировки. Если одни приезжают на подготовку к боям в горную часть республики всего за несколько дней до поединка, то другие стараются выжать максимум возможностей своего организма. Чем лучше тело будет приспособлено к высоким нагрузкам, тем выше вероятность одержать победу. Именно так и становятся чемпионами. Скажи, вот эти дополнительные тренировки, это кто-то вам посоветовал их проводить, или же вы сами с Аматханом решили? Да, мы с Аматханом решили отдельно потренироваться. Это нам дополнительно дает нам силу. Потом, после тренировки, мы возвращаемся в лог и там делаем легкую пробежку, раскидываемся. И потом уже вечером у нас тренировки. Хамзат Сакалов и Ахматхан Аздоев давно узнали своих соперников, и поэтому оба бойца уже успели настроиться как физически, так и психологически. Но легкие и дополнительные тренировки не помешают, уверены спортсмены. Примерно, насколько это важно проводить именно такие дополнительные тренировки, как бы на выносливость, делая акцент? Знаешь, у нас дома в Назране, да, там воздух совсем не такой чистый, как здесь. Здесь чистый воздух. Здесь намного тяжелее. Как бы воздух чище, и тебе нужно привыкать, адаптироваться к воздуху, к кислороду, да, скажем так, климату. В этом плане тяжелее. Ну, мы уже, как я сказал, неделю, чуть больше недели тренируемся здесь, все уже привыкли, акклиматизировались. Итак, уже 22 июля жители и гостей республики ожидают поединки лучших файтеров не только из России, но и из-за рубежа. Очередной турнир по смешанным единоборствам М1 Challenge 81 «Битва в горах» традиционно пройдет в горной Ингушетии. Удачи нашим спортсменам. Тамерлан Хумхоев, Исмаил Гатагажев, Новости 24. Жители новостроек в Плиево 12 лет испытывают проблемы с водоснабжением. В летний сезон им приходится пользоваться колодцем, да и он не всегда полон. В таком случае жители ездят за водой в ближайшие села. Они обращались в местную администрацию и даже в водоканал, но ни те, ни другие не могут решить эту проблему. Репортаж Ферида Межоевой. Как реже умываться и стирать, и даже пить строго по лимиту. Такая спартанская экономия – мера вынужденная. Десятки семей в коттеджном городке Плиево с наступлением лета не первый год остаются без воды. На всю улицу здесь всего один колодец, из которого соседи набирают живительную влагу. Но в теплое время года даже покупная вода в дефиците. Зимой еще как иногда с перебоями, но бывает. Но в основном с весны начиная уже летнее время вообще сдутся, потому что вообще холодцы. Особенно тяжело приходится многодетным семьям и тем, кто держит домашнее хозяйство. Жаркое лето из года в год приносит убытки. Деревья и рассада без полива гибнет на глазах. С надеждой решить вопрос жители куда только не обращались, но не могут добиться от местных властей хотя бы подвоза воды. Администрация غاش أوز الأريال يدانيا قتالي يأوز شكولا يخول دا تريبين كتول دا يخي يو ماشين مرشود كتسينيسن شدا يخي سرخد ياندري جا تيجي سرخد حل أروال ياندري يقي حست بالي مسنيس خيها تيجي تشرخي قوها شيش بچوك چين دواتي بيدن داحتر هم يتي ديغة تخي قرزي لوچي ديا وزلو через размаркани луч молочится сахар дож дегду хуже уже диер экономит też кодыш. Между тем неравнодушные жители села взяли инициативу в свои руки. Рядом с коттеджным городком прорубили скважину, и после того, как вода прошла лабораторный анализ, установили бетонный узел. На этом строительные работы завершились. Ставить водопроводную башню оказалось негде. Куда ни глянь, везде чужая земля. Вот. И вот если ему выбрать место или администрация, если ему поможет, вот где-то на холме, на высотке надо ему ставить. Если ему с этим помогут, то он по всей вероятности и нам поможет. В администрации ссылаются на водоканал, там сначала на города распределяют воду, а потом уже по селам. Если в городе не хватает на многоэтажке высотки, то они, видимо,
перекрывают. Вместе с тем рухнули все надежды местных жителей на нормальное водоснабжение. Если жильцы домов по улице Мира получают желанные капли влаги хотя бы ночью, то Эсет Булгучева, живущая через пару улиц, уже и не помнит, когда в последний раз брала воду из-под крана, при том, что налоги за нее платит исправно. Без всякой зазрения совести, абсолютно, это же приходят за водой и берут с людей, взимают это деньги. Да. Особенно и приходят именно тогда, когда бывает дождь. Да, когда бывает дождливая вода. Вот тогда они приходят. Даже если она и бывает, то она бывает очень без напора, я бы сказала. Ну хотя бы без напора, Еларес вообще. Застать главу Плиевской администрации на рабочем месте у нас не получилось. Позже мы связались с ним по телефону. Выяснилось, что глушить проблему локально на отдельных участках недостаточно. Нужно обновить ветхую водопроводную систему во всем селе. Работа в этом направлении уже начата. В селе установлено несколько водонапорных насосов, но с наступлением жары пользы от них никакой. Вода поступает только жителям низменной части села. Такая же проблема с отсутствием питьевой воды у нас и в больницах. Тубдиспансер, онкодиспансер, они выше всех расположены. И пока село полностью не наполнится, вода к ним не поступает. Теперь мы, подаем воду в одну часть, потом переключаем, подаем другую часть. Тем временем, после нашего визита в Плиево, вода хоть небольшой струей, но все же пошла. Вопрос, надолго ли. Местным жителям остается только ждать, пока живительная влага в порядке очереди доберется и до них. Ферида Миржоева, Рахман Цуров, Новости 24. Для многих водителей скорость дороже жизни. Как итог, только за первое полугодие в Ингушетии в ДТП погибли 30 человек. Не это ли тому подтверждение? Такая статистика некоторым людям кажется невероятной для маленького региона, но в это стоит поверить. Сотрудники ГИБДД все чаще проводят рейды. Очередную проверку инспекторы провели совместно с волонтерами Комитета по делам молодежи. Репортаж Руслана Албагачиева. Мы проводим опрос по выявлению причин ДТП. У нас к вам два вопроса. Первый вопрос – причины несоблюдения правил дорожного движения. Узнать, в чем видят причины ДТП сами водители и вручить памятку о соблюдениях правил ПДД. С такой целью сотрудники Коммолодежи совместно с волонтерами и Госавтоинспекцией вышли на дороги республики. Пожалуй, это главный вопрос, на который с легкостью отвечают автолюбители. Как вы считаете, из-за чего люди не соблюдают правила? Я считаю в этом, что молодежь очень быстро ездит, не соблюдает дорожные правила. Ситуация на дорогах региона действительно напряжена. Только за полгода в автокатастрофе погибло 30 человек, 145 пострадало. На сегодняшний день основные причины ДТП – это превышение установленной скорости движения, выезд на полосу встречного движения. Сегодня совместно с Комитетом по делам молодежи мы проводили социальный опрос по выявлению причин дорожно-транспортных происшествий, узнавали мнение водителей наших. По мнению опрошенных, большинство ДТП у нас на безопасность дорожного движения влияет человеческий фактор, то есть сознательное нарушение водителем правил дорожного движения. Чтобы поменять ситуацию, по мнению опрошенных, нужно провести реконструкцию главной магистрали республики трассы М-29, ужесточить ответственность за нарушение ПДД и ввести бальную систему. Кроме того, необходимо повысить уровень подготовки самих водителей. Многие отмечают, действующая система административных наказаний совсем не дисциплинирует участников дорожного движения. К примеру, отделавшись небольшим штрафом за превышение скорости, водитель чувствует себя безнаказанно. Это неответственные люди. Понимаете? На дорогу вышел, будь уверен в себе и своей машине, и соблюдай правила. Надо заботиться о других, не только о себе. А мы видим только себя за рулем. Безопасность на дороге – залог безопасности жизни не только водителя, но и пешехода и соблюдение установленных правил дорожного движения. Основа этой безопасности. Первой причиной, влияющей на безопасность дорожного движения, по мнению автолюбителей, является человеческий фактор. На это влияет низкая дисциплина водителей и безответственность, внимательность, а также незнание и несоблюдение правил дорожного движения. На втором месте – плохое состояние улиц и дорог. Инспекторы, в свою очередь, предупреждают, безопасность дорожного движения зависит от нас самих. Каждый, кто садится за руль автомобиля, будь это велосипедист или мотоциклист, либо пешеход, должен знать, что правила дорожного движения придуманы не просто так. Руслан Албагачиев, Хаваш Гойгов, Новости 24.
Экскурсию по залу славы администрации главы региона может совершить любой желающий. Для этого не нужно никуда ходить, потребуется лишь компьютер и доступ в интернет. Виртуальный визит можно совершить на официальном сайте Ингушетии. Там есть специальный раздел. Зал славы учрежден указом главы региона в 2014 году с целью увековечения памяти выдающихся деятелей ингушского народа. Концепция оформления зала разработана по образу Георгиевского зала Московского Кремля. Ее конструкция имеет крупную форму, состоит из нескольких карнизных ярусов разного диаметра. На первом ярусе колонны, а потолок сконструирован куполом. Внизу на стенах зала размещены мраморные плиты с именами выдающихся ингушских деятелей, военачальников, героев нескольких войн, ученых, общественных, религиозных и культурных деятелей. Над ними панорамой развернулись росписи. Зал славы обрамляют фрески с сюжетами из аланской истории и нарского эпоса ингушей. А на куполе изображены петроглифы башен горной Ингушетии и сюжеты из ингушских мифов. Система электронных госуслуг запущена в России несколько лет назад. С тех пор этой услугой пользуются тысячи людей по всей стране. Но это число могло бы быть намного выше. Наверное, все дело в том, что граждане не привыкли к таким удобствам. На самом деле система электронных госуслуг может облегчить процесс сбора документов и сэкономить ваше время. Тему продолжит Руслан Албагачиев. Большинство жителей предпочитают обращаться к специалистам за услугами, лично собирая кучу документов, а это уйма времени и нервов. Самое лучшее решение – получить госуслуги в формате онлайн. Основными целями работы, которые являются снижение административных барьеров, упрощение процедуры предоставления услуг и сокращение сроков их оказания. Внедрение единых стандартов для обслуживания граждан, проживающих на различных территориях. Для того, чтобы воспользоваться возможностью получения государственных муниципальных услуг в электронном виде, зарегистрироваться надо будет всего лишь на портале. На портале есть подробная инструкция, как это делать, то есть как регистрироваться. Те, у кого нет возможности зарегистрироваться на портале самостоятельно, могут обратиться в МФЦ. Достаточно взять с собой паспорт, а сама процедура регистрации займет не дольше 5 минут. Процедура регистрации очень простая. Все, что вам для этого нужно, вам нужен паспорт, обратиться к нам в МФЦ. В течение примерно 5 минут вы будете зарегистрированы на госпортале. Единственная просьба к населению: после того, как вы обратились в МФЦ, к вам на телефон поступит СМС-сообщение с просьбой оценить качество предоставления государственной услуги. Данное ответное СМС будет бесплатно абсолютно. В то же время оно поможет нам мониторить качество предоставленной вам услуги и следить за тем, чтобы уровень этот повышался. Регистрация автомототранспортных средств и прицепов растягивалась надолго. Поставить автомобиль на учет или изменить его регистрационные документы до сих пор можно было исключительно в ГИБДД, ожидая в очереди. Обращаясь в МФЦ заранее, вводя или через госуслуги, регистрация намного упрощается. Человек приходит буквально за короткое время, подает документы, его обслуживают очень быстро. Самое главное, человеку прийти в назначенное время, в назначенный день. Еще один плюс при подаче заявлений через портал госуслуг – высокая скорость обслуживания. Заявитель обслуживается в отдельном окне, где нет необходимости ждать в очереди. Руслан Албагачиев, Майрбек Миржоев, Новости 24. За добросовестный труд и вклад в развитие республики в отделении Национального банка по Ингушетии Южного главного управления Центрального банка России награждали сотрудников, которые отдали банковскому делу и развитию этой структуры в регионе многие годы. Стаж большинства работников финансового учреждения свыше 20 лет. Награждение прошло в теплой атмосфере. За долгие годы работы сотрудники ведомства стали дружной семьей, в которой каждый вносит свой вклад в общее дело. Грамоты и юбилейные медали получили 13 работников банка. Я работаю в отделении, раньше оно было Главное управление Центрального банка по Республике Ингушетия, со дня его открытия. То есть в 2018 году нам будет 25 лет с тех пор, как я здесь работаю. Пришла почти что девочкой, 23 года мне было, сейчас уже скоро до пенсию, так сказать, если работаем. Я работаю в банковском надзоре. Сегодня радует тот факт, что мой маленький вклад в банковскую систему нашей республики так высоко оценен нашим главой. Я работаю в Центробанке уже около 15 лет.
Моя работа заключается в том, что мы следим за здоровьем нашим сотрудникам, оказываем им медицинскую помощь, лечим их, в тяжелых случаях направляем их на иногороднее лечение. Очень благодарна, что так высоко оценили наш труд. Это не только моя заслуга, это заслуга и всего моего медицинского коллектива. День республики отметили не только в Ингушетии, но и в Европе. Празднование юбилея региона далеко за пределами страны началось еще в мае. С ингушской культурой жители Франции, студенты университета Сорбонна знакомили в рамках масштабной акции «Национальная кухня». Наряды и литература. Французы в этот день открыли для себя маленький край башен и легенд, историю народа с его красивыми обычаями и традициями. Иса Боков прилетел в Ингушетию с важной миссией выразить слова благодарности модельеру Айне Инаркиевой, которая помогла им в организации праздничных мероприятий. Девушка подарила университету Сорбонны старинное ингушское национальное платье и куклу в традиционном наряде. Такой поистине бесценный подарок вызвал большой интерес у всего университета. Решением оргкомитета Айна Инаркиева награждена почетной грамотой за ее личный вклад. И Айна она решила сделать подарок и передать это в музей. И мы эту просьбу выполнили, и мы передали этот наряд и куклу в музей Сорбонны. Айна, я хочу вручить эту почетную грамоту. На вечере Ингушетии кто-то также впервые услышал ингушскую речь, точнее отрывки из различных произведений ингушских авторов. Роль переводчика взял на себя член Союза писателей России Гапур Боков. Переводил ингушские стихи на французский, наоборот. В университете решили, если наберется группа из 10 человек как минимум, желающих изучить ингушский язык и традиции народа, площадка для этого будет организована. А в Ингушетии только рады помочь в этом. Для меня было честью перевести некоторые стихи прославленных французских поэтов Артюра Рембо, Шарль Бадлера на ингушский язык. И для них это было тоже не менее важным открытием. Ну, сейчас из Франции перенесемся в Лондон. Песня «Distant Love» Гиана Безом в исполнении Дарьи Кулеш и Тимура Дзейтова попала в плейлист престижной передачи BBC Radio 2. Композиция на ингушском языке впервые прозвучала на федеральном радио в прайм-тайм на всю Великобританию. Выход этого трека в эфир Дарья считает огромной победой. Эту победу она посвящает 25-летию Ингушетии. У песни удивительная история. В Ингушетии Дарья Кулеш познакомилась с народным артистом республики Тимуром Дзейтовым. Потрясенный ее великолепным вокалом, он предложил ей разучить и исполнить песню Гиана Безом. Дарья за один вечер разучила композицию на незнакомом для нее языке и добавила ее в уже готовый альбом «The Folk Show», в котором прозвучала ингушская песня, самая престижная передача, посвященная народной музыке. Команда этой программы проводит крупнейший конкурс. Это своеобразный «Оскар» в жанре фолк-музыки. Ингушетия присоединилась к всероссийской акции «Подари мне жизнь». В женских консультациях региона проходят дни открытых дверей. Врачи и психологи рассказывают об особенностях женского здоровья, а в случае необходимости дают консультации. Мадина Пугоева продолжит. Мадина Бариева ждет третьего ребенка. Плановое обследование у врача каких-либо отклонений внутриутробного развития плода не показало. Беременность протекает без осложнений. О том, что в женской консультации проводится акция под названием «Подари мне жизнь», девушка даже не подозревала. Однако саму идею ее проведения всецело поддерживает. Я бы не стала этого делать, я бы постаралась сохранить беременность, потому что ребенок – это святое. Обычный плановый визит к врачу превращается в небольшую консультацию. Медики рассказывают пациентам, почему не стоит делать аборт. Если роды и беременность могут стать причиной развития ряда патологий плода или же представляют угрозу для жизни матери, прерывание беременности рекомендовано. В иных случаях это может вызвать ряд осложнений и повлечь за собой нежелательные последствия. Посредством аборта идет прерывание беременности и срыв, гормональный срыв в
эндокринной системе женщины. В первую очередь это бесплодие, которое может быть потом развиться у этой женщины. Также какие-то еще воспалительные заболевания. Порой довольно весомой причиной аборта молодые мамы считают отсутствие финансовой возможности. Желание подарить ребенка обеспеченную и беззаботную жизнь наталкивает их на прерывание беременности. Однако ингушским женщинам, признаются организаторы акции, во все времена удавалось вырастить достойное поколение независимо от сложностей, с которыми они сталкивались. А потому этот фактор, уверены они, не должен отражаться на рождаемости. Таду халды, сагюали халды яхаш. Дал саштила дали шидак уал вейдаш. Ух дини это шидак вот сакаву сквац. Вакалч махац мелчох. Накбал уж дизел. В рамках акции медики также раздают пациенткам специальные буклеты с информацией, которые, на их взгляд, повысят их знания о неестественном прерывании беременности. Кроме того, каждой новоиспеченной маме выдаются индивидуальные карточки роста и развития ребенка, которые используются ими не только для записи сведений о новорожденном, но и в качестве подсказки по уходу за чадом. Кормление. Наглядно это все в картинках на русском и на ингушском языке. Пошаговые, буквально вплоть до того, как нужно одеть, как нужно держать ребенка. К медицинскому аборту в республике прибегают крайне редко, однако даже этот показатель, по прогнозам медиков, должен значительно сократиться в ближайшие несколько лет. Теперь молодые мамы научились планировать свою беременность, посещая так называемую школу молодых мам и кабинет психолога с женской консультацией. Мадина Пугоева, Рамазан Миржоев, Новости 24. Похожая акция прошла в Сунже. Называлась она «Здоровая женщина, здоровая нация». В рамках этой акции бесплатную консультацию смогли получить десятки женщин. Погруженные в домашние хлопоты, работу и заботу о детях, зачастую ингушские женщины забывают о себе, не обращают внимания на состояние своего здоровья, из-за чего может обостриться та или иная болезнь. В такую ситуацию попала и Дугурхан Гапархоева. Сахарный диабет, повышенное давление и проблемы с сердцем навалились разом. Сегодня женщина старается не наступать на те же грабли, что и раньше. وحلقة عجزك أبرتي تداد لي إنسولين تخيل تصير حيو خانز ماخ بيتصون صدعت سيخر دقص سيك تحجر دقص تخن وجي قوان وجي عش قاقي ولقش حلقة دولش سيك دا تحجر دقص. Специалисты призывают женщин не заниматься самолечением, что грозит непредсказуемой реакцией организма, и довериться врачам. В рамках акции в специализированном мобильном модуле можно пройти обследование у врача-гинеколога, сделать УЗИ, сдать анализы на раннее выявление раковых клеток. Допустим, вот раковый процесс, он выявляется только на той стадии, на 3-4 стадии, когда уже процесс необратим, и мы уже не сможем адекватного лечения применить к данной женщине. Там уже дальше идет химиотерапия, лучевая терапия. А если на первых 2 стадиях, соответственно, мы можем просто оперативное вмешательство удалить раковый процесс и все. И дальше женщина живет полноценной жизнью. Врачи уже сами приходят на дом к больным, так как статистика смертей из-за онкологии неутешительная. Минат Махлоева не устает благодарить участковых врачей за заботу и внимание. О предстоящей акции ее предупредили во время очередного обхода. Каждый человек возможность мучиться, наха удобно ехал, вот берекална хам бяхкабиус. По словам врачей, в ингушском обществе не привыкли к мысли, что необходимо регулярно обследовать свой организм. Люди не считают обязательным обращаться к медикам. Если же все-таки надумали позаботиться о себе, врачи всегда готовы принять пациентов. Марина Муталиева, Рамзан Миржоев, Новости 24. Соревнования по волейболу прошли в Ингушетии. За Кубком Эльдорадо в республику приехали 70 команд со всего Северного Кавказа. Состязания проходили во Дворце спорта. Забегая вперед, скажу, что команда Ингушетии выступила успешно. Слово Амине Боковой. Непрофессиональные волейболисты и даже, может, не любители, а простые сотрудники магазина «Эльдорадо». Максим Шаталин из команды Пятигорска 2 месяца назад совершенно не умел играть в волейбол, как и его товарищи по команде. Однако после упорных тренировок готов дать фору любому профессионалу. У нас 3 магазина в городе и собрали общую команду. Проводили примерно где-то тренировки 2 раза в неделю, как я сказал, уже после именно работы.
В нашей республике турнир проводится по инициативе правительства. Магазин бытовой техники в Ингушетии работает уже 2 года. Однако сотрудники Назрановского отделения первый раз участвуют в соревнованиях. А вот в главном офисе Эльдорадо проводить спортивные состязания между сотрудниками уже стало доброй традицией. Каждый раз организаторы выбирают новый вид спорта. На этот раз волейбол. Турниры сейчас организованы во многих городах России. Наш регион, регион Юг, выбрал для себя в этом году направление именно по волейболу. Борьба разгорается не на шутку. По итогам первых 3 встреч в лидеры выбивается команда из Ингушетии. Мы тренируемся каждый день последние 2 недели. Каждый день, без остановок. Вот, соответственно, поэтому и подготовка хорошая, и сами видели, как выступает команда. Я чувствую ответственность, которая на нас сейчас лежит. Это вся, в принципе, Ингушетия на нас смотрит. Мы должны в любом случае выиграть. Какие же соревнования без конкуренции? Для ингушских волейболистов самый сильный соперник – команда из Дагестана. Разница между противниками всего 3 очка. Мы приехали из Республики Дагестан, город Хасавюрт, провели уже 2 игры, 2 победы. Нам осталось еще 2 игры выиграть, и мы уходим с тем кубком домой отсюда. У Эльдорадо филиалы по всей России, поэтому цель турнира – сближение сотрудников сети магазинов со всей страны. Ну и, конечно же, пропаганда здорового образа жизни. Ребята себя показывают с очень профессиональной точки зрения. Они тренировались более 2 месяцев и все хотят, конечно, победить. Финальный матч за первое место столкнул лбами 2 противников – команды Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Со счетом 15-13 победу одерживает наша команда. 2-е место осталось за командой Кабардино-Балкарии, а бронза досталась волейболистам из Дагестана. Призеров наградили медалями и грамотами, ну а главные триумфаторы помимо Кубка победителей получили возможность попробовать свои силы в следующем этапе Кубка Эльдорадо. На этот раз среди команд со всего юга России. Амина Бокова, Хаваш Гойгов, Новости 24. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго.